Уважаемые коллеги, во-первых, я хотел бы поздравить с Новым годом. 2017 год пусть будет для вас самым удачным годом. И с наступающим праздником Дня печати. Завтра у вас профессиональный праздник. Поэтому хотел бы, в совокупности, хотел бы пожелать и творческих успехов. Что ваша работа, ваша забота всегда приносила пользу людям, вам непосредственно близким. Ну и сегодня хотел с вами как-то поговорить, с учетом того, что вы являетесь руководителями ведущих изданий республики, телевидения, радио, газет, интернет-изданий. Хотел бы поговорить о тех целях и задачах, которые перед нами стоят. Вы наверняка в курсе, что мы в конце года подводили в основном итоги по хозяйствующим субъектам, предварительные итоги. И будем продолжать это. Подводим на муниципальном уровне сейчас итоги. Определили задачами на 2017 год. То есть вначале мы системно для себя должны определить задачи, чтобы как-то уточниться ориентирами, приоритетами. Ну, чтобы вам было понятно, в 2017 году мы определили для себя с учетом принимаемой стратегии начать более плотно заниматься развитием местного производства. Это очень важный для нас момент. Если мы до сегодня дня в основном ставку делали на крупный бизнес, как экономическую базу, как основу формирования бюджета республики, около 10 предприятий у нас формируют более 70% доходной части бюджета, остальные десятки тысяч хозяйствующих субъектов формируют остальную часть доходов. Но при этом сегодня возникает приоритетно актуальна тема развития местного производства. Этим мы будем заниматься, этим сегодня озадачены и поставили конкретно, четко для тех структур, которые сегодня занимаются государственным управлением. И мы через неделю на эту тему поговорим уже на муниципальном уровне, включая поселенческий уровень. Дальше мы определили, что нам необходимо очень плотно заниматься всем, независимо какой уровень власти, это вопросами борьбы с бедностью. Около 20%, вот если точнее, это 18,4% населения республики, работоспособная категория, находится за чертой низкой доходности. Поэтому нам очень много надо будет заниматься и в этом направлении. И кроме того, в связи с этим у нас возникает проблема. Речь идет о низкооплачиваемой категории населения, это малоимущие категории населения, это многодетные семьи. Придется нам искать очень много механизмов, чтобы каким-то образом поддержать этих людей. Это будет очень затратно, придется очень много заниматься. Ну и третье – это безработица. 7,2% показатель высокий на российском фоне. Поэтому это характерно для северных территорий, для дальневосточников. Но это не значит, что у нас должно быть обязательно высокая безработица. Вот они все три вопроса взаимосвязаны. Эта программа, этот приоритет будет долговременный. Это не год 17-й, это только начинаем работать. Вот с этими приоритетами и будем заниматься на всех уровнях. И хотел бы, чтобы вы тоже обратили внимание на этот вопрос. Теперь мы понимаем, что роль средств массовой информации в нашей жизни очень огромна. Потому что сегодня формирование мнения в обществе, мнение людей, оно зависит от деятельности средств массовой информации. Тем более сегодня и форма, и технология,
и скорость, все это меняется, и, соответственно, восприятие людьми той информации, которую можно было лет 20 назад представлять по одной, скажем, на одном уровне, то сегодня эта информация очень скоро, очень быстро доходит до людей. Разные формы в технологическом плане, включая и социальные сети, мессенджеры. И в связи с этим роль средств массовой информации как никогда повышается. Теперь какие задачи мы должны решать, об этом тоже надо будет поговорить. Прежде всего, любая задача, любая цель, она, прежде всего, для нормальных людей преследует хорошие понятия. Хорошие, лучшие понятия. То есть мы должны перед собой ставить такие благие цели, намерения и задачи, чтобы всем было понятно и при этом только с хорошей стороны. От этого, наверное, никто не откажется. Вот, но при этом жизнь такая сложная штука, что инструменты достижения, механизмы достижения этой цели бывают разные. Ну, если мы хотим о благополучии, если благосостоянии, комфортном проживании на территории республики, мы наверняка понимаем, и журналисты такую же цели и задачи ставят. Главные цели, так скажем. Поэтому будем исходить из этого, что прежде всего достоверная, объективная информация о жизни республики, она должна доводиться любыми способами с точки зрения более лучших намерений. Мы сегодня говорим о том, что есть достижения, есть определенные проблемы, которые мы все хорошо знаем, и необходимо подсказывать пути решения этих проблем. Вот в этих вопросах я, например, вижу одну из главных задач нашей прессы или там средств массовой информации. У нас есть культурные ценности народов республики, которые тоже надо поднимать, тоже надо доводить до людей. Это тоже только с хорошей целью, только для лучших побуждений. У нас есть такие понятия, которые характерны для всей Европы. Это единство народов, это консолидация людей. Такое понятие, оно тоже необходимо сегодня освещать эти темы, доводить до людей на конкретных фактах, на конкретных примерах, потому что посредством этого мы можем достигать более лучших результатов в своей жизни. У нас есть очень глобальная задача, которая необходима для нашей жизни, это строительство гражданского общества. И средства массовой информации здесь имеют прямое значение. Роль СМИ в строительстве гражданского общества, она очень важна. То есть общественные инициативы, которые есть в нашей республике, они должны быть подсказаны, показаны людям, рассказаны. Опыт хороший, который есть, присутствует в нашей жизни, с лучшей стороны должны анализироваться и доводиться до людей, потому что потребность в них очень большая в республике. Общественные организации, у нас некоммерческие организации очень активно работают. О них надо много рассказывать, о них надо говорить. У нас для того, чтобы было нормальное гражданское общество, конечно, мы должны создать определенные условия доверия к органам власти, доверия к органам власти со стороны населения республики. Это очень сложная задача. Это очень нужно для нас, потому что власть в совокупности ставит более приемлемые, более объективные задачи для того, чтобы достигать успехов. Но, к сожалению,
и у власти есть проблемы. Ну и, соответственно, когда речь идет о формировании той или иной политики, то мы нуждаемся именно в поддержке средств массовой информации, правильного освещения, правильное предоставление этих материалов, это направлений. Но при этом есть недостатки в работе органов власти, это вы прекрасно знаете. У нас есть и коррупционные проявления, нарушения в законодательстве, есть недостатки, погрешности, ошибки. И есть проблемы системные, по которым надо тоже работать и объективно освещать на объективных фактах, на объективных анализах и так далее. Тогда по возможности ускоренное строительство гражданского общества в республике. Особенно мы чувствуем, что в последнее время общественность очень активно себя проявляет. Да, изначально было сложно. Мы создавали по нашей же инициативе, по инициативе властей создавались общественные формирования, типа как общественная палата, советы. Но сегодня уже общественность сама уже начинает двигать. Это надо как-то поймать эту инициативу и рассказывать везде и всюду. Особенно это в сельской местности мы чувствуем. Есть такие лучшие понятия, как патриотизм, преданность Родине. Вот такие качества, которые нужны сегодня для развития республики. Если вы хотите, чтобы республика развивалась, вы вынуждены обречены рассказывать о этих вещах. Другого варианта нет, я не вижу, например. Мы хотим, чтобы республика развивалась и не только в рамках своей границы, но республика представлялась как субъект Российской Федерации, представлялась как субъект экономической жизни мирового сообщества. То есть речь идет о повышении имиджа республики. Это тоже для благих целей. Не для кого-то, не для чего-то. А если мы и имидж республики поднимем, если активность людей мы проявим, и власть будет более ответственна, в этом случае у нас жизнь должна лучшей стороной показываться. Развиваться же должна. Поэтому, тем более у нас есть очень много хороших традиций в республике. Особенно вопросы толерантности. У нас же многонациональная республика. Это не везде так, это у нас так. На Дальнем Востоке, например, единственный субъект, где столько народов вместе живут. И появились определенные традиции толерантности, совместного проживания людей. Но есть тоже проблемы в этих вопросах. Их надо раскрывать, их надо доводить до людей, чтобы не повторять эту ошибку, не повторять эту проблему. То есть очень много вопросов, которые необходимо. Мы сегодня с вами должны думать, и мы, например, если посмотреть, проанализировать, то можно чувствовать, что все-таки наше население по отношению к другим субъектам, в крайнем случае по Дальнему Востоку, если посмотреть, то очень активная жизнь у нас. С точки зрения и политики, и социальной жизни. У нас политическая жизнь, она очень активна. То есть, раз такое дело у нас активно, то мы должны заниматься и повышением политической культуры. А роль средств массовой информации, повышение политической культуры, она имеет особое значение. У нас, например, это явление более негативного характера, особенно манипуляция политическая субъектами, то есть личностями, политическими личностями, она проявляется во время политических так называемых событий. Это выборные кампании и так далее. Но это есть, это пожизненно присутствует. Но мы должны научить людей, чтобы такого не было. Мы должны делать так, чтобы ваше достижение будет в том оцениваться, что все-таки политическая культура, не только политическая культура, вообще культурная жизнь, она должна, культура, уровень жизни людей с точки зрения и культурного уровня, и политической культуры и так далее,
она должна повышаться. Она повышена у нас. Именно благодаря, может быть, и с вашим участием. Если посмотреть начало 90-е годы, 2000-е годы, сегодняшний день, если сравнивать, то картина абсолютно другая. Мы научили людей даже отличать по полномочиям, это тоже ваша заслуга, по полномочиям, отличать полномочия органов власти. Я помню 20-летней давности, 10-летней давности встречи с населением. Тогда, когда люди сложно разбирались, кто чем должен заниматься. А сегодня люди уже знают, какой орган власти, поселенческий, муниципальный, районный уровень, республиканский уровень, министерский уровень. Во всех этих делах наши люди разбираются и пытаются как-то более четче для себя представлять проблемы, в том числе и задачи, которые должны ставиться. Вот в этом плане, конечно, нам необходима ваша более смелая, что ли, позиция. Дальше у нас какая задача стоит? У нас, я всегда говорил, может, многим не нравится, некоторым, может быть, это понятно. Речь идет все-таки нам, чтобы достигать более эффективных результатов, нам необходимо, если брать политику, то есть такое понятие политиканства, есть понятие политика. Вот вы научите теперь людей отличать политиканство от политики. Это две разные вещи. Но политиканство больше всего проявляется во время политических тоже событий. Или во время выборов различных уровней, начиная от муниципальных выборов, кончая более крупного уровня или высокого уровня. Я просил бы и тоже всегда обращался, и обращаюсь сегодня, нам необходимо повысить чувствительность власти к требованиям населения. Это очень тоже тонкая материя. Органы власти в большинстве случаев они реагируют. Вот, в частности, когда я ставил задачу перед Сахамедиа, например, как бы управляемый или по некоторым понятиям это как бы правительственная структура. Когда я говорил им, давайте критикуйте министров за конкретные проблемы, за конкретные недостатки, ошибки и так далее, только предметно, объективно. Да, конечно, первоначально как бы начинали работать, но наши министры реагировали. Это тонкий вопрос, да, я понимаю. Им достаточно хватает той критики, которую так называемая свободная пресса критикует. Но при этом мы должны этим заниматься. Иначе критика, если это объективная критика, она всегда полезна. Поэтому чувствительность власти к настроению людей, она должна быть обязательно повышена. По воле и по работе средств массовой информации. Я считаю, это очень важный момент. Но как это делать, чтобы... я привожу как бы свой собственный пример. У нас в руководстве или в управлении есть тоже понятие критика. Если критикуешь руководителя по тому делу или по той проблеме, которая возникает у него, это одно дело, он понимает. А когда начинаешь критиковать, увидев это плохое состояние дела, его самого, начинаешь, что он кривой, сякой, дурак или там еще что-то, то в этом случае человек обижается. И от него толка не бывает, у него реакция совсем другая. Поэтому для того, чтобы добиться успехов, нам необходимо прежде всего объективно критиковать те дела, те недостатки, те проблемы, которые у него есть, чтобы он исправлял эту проблему. Тогда он поймет, он начнет реагировать. Вот, например, в моем стиле управления вот это
четко проявляется. Поэтому человек не имеет права обижаться. Он обязан реагировать с точки зрения исправления ошибок, исправления проблем. Вот здесь очень большая разница. У нас слишком много проявляется так называемая критика больше личностного характера, чем проблем касаемые. Поэтому здесь я просил бы все-таки редакторов, тем более вы возглавляете журналистский коллектив. Теперь об ответственности. Я всегда поднимал этот вопрос. Это начинать надо с себя. Я всегда это ставил задачу, и с себя начинал всегда, и сегодня ставлю. И ответственность, она должна всегда присутствовать. И особенно в журналистской среде. Но, к сожалению, права все качают, обязанности все считают, а об ответственности всегда забывают. Поэтому, к сожалению, то законодательство, которое присутствует сегодня, оно определенным образом не создает условия определенной моральной ответственности или материальной ответственности или другой административной ответственности. Очень сложно поймать по ответственности с точки зрения закона. Но мы не должны этим злоупотреблять. Мы должны чувствовать все-таки свою собственную ответственность. Вот я, например, не знаю, насколько это справедливо будет, но, наверное, вы отреагируете отрицательно. Вот глава республики или министры, государственные чиновники, это одна ведь законодательная власть, депутаты и так далее, судебная власть третья. Но вы считаетесь четвертой властью. Раз вы считаетесь четвертой властью, давайте инициируйте представление декларации о доходах. Вы на этот шаг пойдете, не пойдете. А если вы взяли бы на себя ответственность, пошли бы, тогда была бы у вас моральное право уже требовать по этому вопросу от любого. Вот, например, вот такие вещи, понятия, они очень, с одной стороны, просты, но с другой стороны, сложны для восприятия. И вот, ну, это больше, наверное, вопрос морали, чем вопрос ответственности. Поэтому я просил бы здесь задуматься, и тогда будет равные условия, как говорится. У нас в республике теперь перейти, если уже более конкретно, то в республике более 200 изданий. Я считаю, что это правильно. Я никогда не возражал, чтобы свобода прессы присутствовала в Якутии. То есть я всегда был, чтобы различные мнения присутствовало. Это все-таки создает условия развития. Я никогда никому не мешал и не собираюсь это делать. Потому что мы должны пережить этот период. Мы переживаем этот период. Это очень важный момент. Мы должны вот увидеть вот эту бутылку и сказать разные мнения. Хорошее, плохое, красивое, некрасивое, там как угодно. То вот такие мнения везде должны присутствовать. Но, с другой стороны, есть границы. Границы, которые иногда надо выдерживать. Но это уже из области немножко другой, потому что по мере развития интернета, технологий, появляется возможность обезличивания ответственности. И это позволяет вот так называемую свободу слова, переход от свободы слова к другой форме, которая уже за рамки свободы слова выходит. Границы, грани, она очень тонкая. Переходить эту границу очень просто. Но все равно надо найти эту грань и все-таки создать такие условия, чтобы мы не злоупотребляли. Если мы хотим, чтобы была картина объективная, освещена по всем направлениям. Вот я просил бы здесь очень крепко задуматься. Люди же поймут, они же, народ же мудрый. Он все равно разбирается, где правда, где неправда.
Один раз можно обмануть человека, второй раз можно как бы попытаться обмануть, третий раз бесполезно. Поэтому я очень прошу задуматься, все-таки мы вначале говорил, что мы идем на решение более благих задач, благих целей. А вот достигать мы это должны и тоже благими намерениями, благими инструментами, методами. Так, по анализу ситуации. У нас журналисты, очень много талантливых журналистов, очень много работающих журналистов. Но при этом постоянно просачивается очень мелкая аналитика. Глубокой аналитики нет. Вот смотрите, Якутия, она больше представлена своей региональной, с региональными средствами массовой информации, в том числе даже на районном уровне. Мы за границы этого не выходим. Нам необходимо все-таки видеть, мы являемся частью Российской Федерации. Наши районы являются частью республики. И аналитика, она должна как-то охватывать более, скажем, широкие просторы, пространства, чтобы анализировать и сравнивать, и потом оценивать. Вот этого у нас не происходит. Мы как бы внутри своей каши, как хотим, так и анализируем. Не сравниваем, не представляем, не сопоставляем. И в результате материалы иногда бывают очень поверхностные. Вот это хотелось бы каким-то образом тоже исправить. У нас в связи с тем, что я поднимал вопрос ответственности, у нас присутствует авторская журналистика. Присутствует в республике. Есть конкретные авторы, которые выбрали тематику, выбрали направление, и по ним постоянно трудятся, постоянно работают. Это надо поощрять, потому что они сами по себе совершенствуются, они сами по себе развиваются. Но при этом надо допустить таким образом, что эта позиция у этих журналистов была, чем выше тема, чем выше конкретность, тем больше объективности должно быть. Тогда народ уважать их будет. Они на устах будут у людей. Но, к сожалению, таких очень мало. Но у вас еще претензия вот тех, которые за пределами государственных СМИ, так называемых, по получению средств за счет государственного бюджета. Я давал поручение правительству республики, чтобы предусмотреть определенные гаранты для таких изданий. Но мне сказали, что какую-то сумму предусмотрели на 2017 год, но в 2018-2019 год нам необходимо эту сумму намного увеличить. Если даже будет корректировка, то в 2017 году надо увеличить. Определенный заказ мы должны разместить, потому что у нас есть определенные темы, по которым необходимо привлечь всех. Вот особенно по тем приоритетам, которые я сказал сегодня. Нужна разносторонняя оценка. Не только средств массовой информации, так называемых государственных, хотя они не государственные, они просто получают средства государства, а там люди тоже свободны. Здесь необходимо таким образом действовать. Каждое средство массовой информации, они имеют свою какую-то определенную тоже направленность. И мы хотим, чтобы они расширялись. Потом есть темы, которые постоянно надо освещать, но они недостаточно освещаются. То есть, скажем так, в области... Вот криминал у нас предостаточно освещается всеми. Кому не... это, наверное, самая любимая тема у самого населения, у самого общества, потому что хочет увидеть смерть, там, случаев там всяких, это есть. А вот что связано с культурой, там, с другими понятиями, развитием самоуправления и других направлений нашей жизни, которые мало освещаются, мы по ним будем задавать тематику и размещать заказ. Вот это, я думаю, правильно будет.
которые недоосвещаются, тем потом нас критикуют о том, что государственные СМИ, они больше, наверное, обращают внимание органов власти. Это правда. Мы все-таки имидж органов власти республики тоже должны поднимать. Если другие газеты не занимаются, значит, мы должны заказывать и своим, чтобы они объективно освещали те или иные положительные моменты, которые нужны людям, нужны республике, они должны освещаться. Правильные действия органов власти, они должны как-то поддерживаться. Поэтому мы не отказываемся, что имиджем органов власти поднимать нам необходимо. Но с другой стороны, мы стоп-листами заниматься не будем. Я сразу вам скажу. Так, пожалуйста, кто хочет? Ну, я хочу поблагодарить вот за сегодняшнюю встречу. Не скажу, что мы встречаемся редко, мы встречаемся нормально, да, но вот в таком формате, вот чья была идея, этому товарищу респект и уважуха. Обычно мы встречаемся, задаем вам вопросы, слышим ответы и как-то пытаемся это транслировать, да. И, в принципе, информации от власти у нас сегодня достаточно. И Алексею Березовскому, если он здесь, да, вот за то, что наполнение персонального сайта Егора Борисова, которому аналоги есть, нет, но в свое время он был прорывом, конечно, в информационном поле, тоже это очень хороший проект, да. Но иногда мы хотим, чтобы вы нас просто как людей услышали, как личности, да. И вот, видимо, сегодня мы можем просто какие-то идеи накидать, чуть ли не похулиганить, а потом уже какой-то 0, там, я не знаю, какой-то процент, возможно, будет взят в практику, да. Вот я всегда, когда читаю ваши встречи с населением, да, вот обычно наши коллеги из ЕСИА, из государственных СМИ, из НВК сопровождают встречи с населением, в глубинке, допустим, не здесь вот с министерствами, ведомствами и активом, да, вот где-то. И создается впечатление, что и даже на наших пресс-конференциях, да, как будто львиную долю времени, да, отнимают вопросы и ответы от людей с какой-то пассивной, иждивенческой позицией. Люди, которые спрашивают, а чем вы нам поможете, что нам будет, да? А вот это все с ног на голову. Сейчас ставку надо делать на людей активных совершенно, да? И почему бы вот, например, не начать встречу где-нибудь вы в селе? Кто тут есть среди вас предприниматели, да? Ну, предприниматели у нас иногда благодарят довольно часто тех, которые оказывают какие-то благотворительную помощь, да, которые какие-то общественные инициативы проявляют. Но если, допустим, живут муж с женой, и у них есть там 1-2 работника, они от бюджета ничего не ждут, наоборот, они как-то пытаются выплыть, ну просто поблагодарить этих людей аплодисментами, да, показать им свое отношение, чтобы и другие чиновники тоже как-то... А то вот мы, предприниматели, при том, что мы известные журналисты, да, мы чувствуем, что на нас как будто охотятся контролирующие структуры. У них охотничий азарт просыпается. Они смотрят, и к чему придраться, за что вас оштрафовать. Я представляю, как это вот трудно владельцам ресторанов, вот, ну, уязвимым людям, например, да, насколько это сложно выживать в этих условиях. Потому что законы у нас очень хорошие, но отношение к предпринимателю какое-то враждебное. И во власти у нас есть, вот было министерство, сейчас вот по другим направлениям раздербанили, да, и есть министерство предпринимательства, а остальные как будто ни при чем. А предпринимательство – это же очень широкая сфера, да, это не только торговля, это не только сфера услуг, это в образовании есть, это в культуре есть, это по всем направлениям есть, средствах массовой информации, да, и чтобы они тоже как-то смотрели, вот если у вас в образовании мало предпринимательства, значит, вы плохо работаете, вы не должны, товарищи, работать только с государственными этими, да, и так далее, ну, по всем направлениям. То есть, чтобы ваши министры и ведомства, каждый по своему направлению, обязательно в своих каких-то данных и вообще в работе поощряли это направление и оказывали ему реальную помощь. Вот хотелось бы такое желание довести. Первый пункт. Второй, вот веками сложившаяся наша ментальность такая северная якутская, да, культура здоровья. В последнее время питание у нас сильно поменялось у народа, переехали в города, да, и люди обращаются к врачам, когда уже не могут терпеть какие-то
тревожные симптомы, когда у них очень болезни, да. И сейчас вот те, которые переехали в города недавно, в первом-втором поколении, они сами кое-как выплачивают ипотеку, да, и у них на руках очень много, вот у кого инсульт, инфаркт и так далее, немощные их родители, да. Я смотрю на этих людей, и просто сердце кровью обливается, и поэтому надо и СМИ, и органы власти, и общество, да, чтобы поощрять, чтобы люди проходили не просто там для галочки устроиться на работу, а реально обращали внимание своему здоровью, да, и чтобы лидеры мнений тоже показывали этому пример, например, культуре здоровья, потому что это вот у нас запущено. На самом деле у нас очень много людей, которые могут быть инвалидами труда, у нас каждая доярка страдает, наверное, артритом, да, но как-то им очень трудно вот все это выходить и получать какие-то эти, и это тоже был бы источник дохода с федерального, между прочим, бюджета. В своих материалах мы иногда как бы высказываем субъективное мнение, что у вас немножко такой авторитарный стиль руководства, и это когда исполнительная ветвь власти, тут об этом и говорить не приходится, да? Но у вас есть привычка встречаться вот с депутатами накануне сессии Илтумена, и там вы какие-то отношения, какие-то вопросы вырабатываются вопросы на сессии, на фракции «Единая Россия», да? И в итоге Илтумен, который был какой-то свободной площадкой, вот этот нынешний Илтумен, он все скучнее и скучнее становится, да? И в итоге мы потеряли депутатов, свободных голос депутатов не слышно. Я понимаю, что, может быть, это вопрос не к вам, да, но и есть, тем не менее, информация для размышления. Потеряли свободный голос депутатов, которых можно было бы цитировать средством массовой информации. У нас бывают такие ситуации, когда глава региона как бы связан определенными условиями, не может он на эту тему заявить. Министры тем более не могут. А могли бы заявить об этом общественность и могли бы заявить депутаты. Но они у нас настолько затюканные, как бы вот всей этой вертикалью власти, которая всеми правдами и неправдами выстраивает, да, что они уже сказать не могут. А вдруг возникнет такая ситуация, когда нам нужны такие голоса, да? То есть воспитывать свободных политиков и не ущемлять их свободу, наверное. Вот как раз и последние кадровые решения, волна такая, когда ставка на молодежь, когда очень много незнакомых лиц, в том числе очень экстравагантных кадровых решений, да, позволяет надеяться, что в этом какой-то большой прорыв будет, да. Еще вот я хотела сказать про дальневосточный гектар. Очень совершенно уникальный шанс, конечно, есть у якутян. И если бы у какого-то другого народа был бы такой шанс, допустим, вдруг в Татарстане, в Башкортостане, наверное, правительство, там органы власти всеми правдами и неправдами бы, наверное, постарались, чтобы люди, каждый получил свой надел земли. Да? У нас люди пассивные. А из других регионов к нам стучатся по соцсетям и спрашивают: мы ищем ваших земляков, которые согласятся продать свои гектары нам. Мы, говорит, создали товарищество собственников жилья, в них 300 человек состоят, и 1 февраля там будут какие-то заявочки, да. Как-то разбудить народ в плане дальневосточного гектара, а для этого лидеры мнений тоже должны их получать. Ну и вот вы нам обычно говорите, что настроение людей зависит от средств массовой информации. А раньше был такой секретарь по идеологии, то есть идеология была, да? Кто в нашей нынешней системе власти отвечает за идеологию, нам, например, не очень понятно. Конечно, мы не хотим, чтобы там кто-то нами руководил и так далее, это уже и не получится, да? Ну, бывают вопросы, хочется получить на них ответы, например, да? Хочется с руководителем администрации, главы и правительства регулярно встречаться, например, с ключевыми теми, кто этот. И вообще, чтобы какая-то была генеральная линия именно идеологии, вот что, например, средства массовой информации, рейтинговые блогеры, наружная реклама, чтобы все били в одну точку, и как-то мы могли гордиться вот этим, какую-то красную линию проявлять. Вот то, что я навскидку, вот, по итогам вашего выступления возникли у меня такие мысли. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, кто хочет еще? Нужно я скажу, Игорь Афанасьевич. Вот вы, когда выступали, говорили, что у нас много талантливых журналистов, но, к сожалению, глубокой аналитики нет. На самом деле, вот когда работал журналистом, тоже думал, что у меня очень много коллег, которые талантливые, которые пишут. На самом деле, когда стал уже руководителем СМИ, и когда мы стали подбирать людей, то оказалось, что
выпускники нашего журфака, которые заканчивают и с красными дипломами, и с хорошими показателями, не умеют банально написать информационный материал. И для того, чтобы искать сегодня хорошие кадры, это приходится перелопатить и столько резюме, это приходится встречаться с людьми. И очень странно, что у нас сегодня нет такой системы подготовки журналистов. Вот есть хороший, например, пример у нас, который WorldSkills. То есть там рабочие кадры, которые проходят определенную там подготовку, участвуют в конкурсе профессионального мастерства, узнают больше о профессии, они на виду. А в журналистике получается так, что у нас нет вот молодых журналистов практически, которые сегодня мы готовы вот так взять и в наше информационное агентство. То есть их очень мало. Хотя зарплаты сегодня, я думаю, что во многих СМИ они достойные. То есть журналисты, многие же говорили, что журналистика в определенный момент перестала быть мужской профессией, потому что низкие зарплаты. Сегодня это, мне кажется, проблема актуально не стоит. Но люди почему-то не идут, не хотят. У нас каждый год выпускается там порядка 30-40 журналистов, но они в итоге куда-то пропадают. И это мы говорим о республиканских СМИ. А что говорить, например, о районных СМИ, куда никто особо не хочет ехать. Поэтому вот было бы хорошо, если бы мы на республиканском уровне что-то продумали, либо какую-то систему мероприятий, либо какой-то тоже конкурс профессионального мастерства, в результате которого мы бы могли отбирать там. Понятно, что не только для государственных СМИ, а для всех средств массовой информации, потому что качественные материалы может делать только человек, который подготовлен, который определенными навыками обладает, которого, вот как раз эта аналитика сможет делать эту аналитику грамотно. И в итоге мы получим журналиста, который будет писать и на серьезные темы, и хорошие материалы готовить. То есть вот кадровый вопрос, как бы то ни было, он сегодня остается. Поздравляю всех коллег с наступающим Днем печати и также со всеми новогодними праздниками. Хотел бы поднять еще одну проблему, но она даже, наверное, может быть не только... даже скорее не только нашего региона проблема. Я думаю, что в Улусах тоже с этим, может быть, возможно, кто-то столкнулся. Два издания, которые я представляю, это «Эхо столицы» и «Кинкорот», городские, находятся в статусе муниципального унитарного предприятия. Как известно, в прошлом году было принято решение о переводе муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий под действие федерального закона номер 44. Раньше мы использовали 223 федеральный закон при осуществлении закупок. И получается, этот закон несколько сковывает оперативность наших средств массовой информации, которые работают в этом статусе. В принципе, одно дело, например, когда речь касается закупки ручек, тетрадей, это одно дело. И другое, когда, например, идет заказ конкретного материала, кому-либо из творческих людей, так скажем, да? То есть в этом случае нам необходимо провести тендер, выжидать определенные сроки. И если это касается какого-то жареного, грубо говоря, факта, да, то пока тендер этот закончится, там уже все сроки выходят. То есть получается, что наши средства массовой информации, которые находятся в статусе МУПа, значительно теряют конкурентоспособность. Я уже молчу те проблемы, которые испытывают печатные средства массовой информации в нынешних условиях. Это, в принципе, тенденции времени, да, что люди уходят в интернет читать. А здесь же, получается, собственно, само законодательство сковывает печатные издания. В прошлом году, кстати говоря, федеральные журналисты, не журналисты, да, депутаты Государственной Думы, которые около федеральных средств массовой информации, немножко так подсуетились и внесли законопроект о том, чтобы федеральные ГУПы исключить из этого закона, который осуществляет деятельность в сфере средств массовой информации, поскольку это действительно ограничивает и конкуренцию, и сковывает оперативность этих СМИ. Да, но там речь шла о том, чтобы лично Путин определял эти СМИ. Я думаю, что он об «Эхо столицы» и «Кинкорот», наверное. Да. Подписано? Угу.
Да, да. Ну вот, кстати говоря, в третьем чтении они, кстати говоря, вышло выражение осуществляющаяся деятельность в СМИ, но в принципе они все равно попадают, потому что они там под другими формулировками, да, могут. Ну вот такая проблема, то есть, несмотря на то, что мы, например, не являемся федеральным ГУПом, но у нас проблемы те же самые, которые испытывают те федеральные ГУПы. Но здесь возможно, что как предложение, может быть, нашему Илтумену внести соответствующий законопроект в этом. Потому что этот закон, по идее, он антикоррупционный, но, я не знаю, там, вот в таких условиях приходится искать какие-то выходы, чтобы не нарушить этот закон. Ну, что тоже доставляет так определенные трудности. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, еще кто хочет. Егор Афанасьевич, спасибо за приглашение, отличная команда собралась, да. Ну вот я Вячеслава послушал, да, и хочу реплику небольшую ставить. Я выпускник отделения журналистики Якутского госуниверситета, да. У нас в редакции работает 90% выпускники отделения журналистики местного университета, да, очень талантливые ребята, да. Также являюсь преподавателем, по субботам прихожу специально, как практикующий журналист, стараюсь как бы их в профессии прививать. Конечно, нужно им помогать, обучать. Вот у нас практику проходят студенты и так далее. Мы всегда стараемся и наиболее перспективных к себе забираем. Да. В то же время хочу отметить, что, на мой взгляд, основная роль журналиста заключается в том, чтобы вникать в проблемы общества, да, и осуществлять какой-то мост связи между обществом и властью, да, в то же время выступать все время защитником общественных интересов. Да. То есть, к сожалению, сейчас происходит тенденция, что на журналистов пытается завуалированно или прямо давить, там, еще что-то, да, пытаться какие-то что-то советовать. Там, преимущественно этому подвержены как раз-таки государственные журналисты, что приводит к глубокому творческому кризису, да, внутри коллектива и так далее. Да. Человеку, когда говорят, что вот об этом писать нельзя, там, об этом можно, мне кажется, эту ситуацию можно немножко как-то гайки опустить. Да. Конечно, нам, журналистам, которые работают в частных компаниях, в этом отношении абсолютно свободно. Да. Хотелось бы, чтобы и другие коллеги имели возможность свой потенциал раскрывать полностью. Да. Что касается гражданского активизма и журналистики, да, здесь хотелось бы, чтобы власть, в принципе, и сегодня власть слушает, и это мы видим, мы это поощряем, поддерживаем, потому что когда выходят какие-то резонансные публикации, касающиеся определенных проблем, то, как правило, молниеносно поступает реакция. И это, конечно, заслуга властей, потому что они не оставляют без внимания. Да? Я очень рад, что вот накануне Дня печати вот состоялась такая хорошая встреча, где мы можем высказать свои мнения. Ну вот мне очень понравилось ваше предложение, что все журналисты, если хотят становиться действительно, вернуть былую славу четвертой власти, то должны декларировать свои доходы, показать себя как человек перед обществом, и после этого только претендовать на такую как бы ответственную должность, как бы, да, стать журналистом. Это очень хорошо, и действительно тогда и те же министры. Ну вы начинайте, если у вас нет. Ну я как депутат каждый год декларирую, и оно становится обсуждением всех СМИ, как бы, да. И продолжение раньше такую ответственность, идеологию, вот как наши коллеги говорят, брали писатели. А сегодня на передовую позицию вышли журналисты. И дальше, чтобы действительно отвечать за ту идеологию, которую мы ведем, мы должны быть действительно такими же людьми, которого желает общество. И, во-вторых, Егор Иванович, самые оперативные СМИ у нас в республике – это Якутское радио. Вернее, радио. А у нас, к сожалению, Якутское радио выходит с перерывами. Всего 10 часов мы охватываем республику, и в его отсутствие
значит, жертвами всяких вот ватсаповских сообщений становится население. И нам каждый раз звонят, пишут, что когда же наконец-то наша республика, наше республиканское радио будет говорить круглосуточно. По городу мы выходим круглосуточно, а на республику мы с перерывом. И притом у нас же вот часовыми поясами, там не угадаешь, вот надо вещать 5 утра, чтобы колымчан заставить утром дома с разницей 2 часа. Или вечером тоже, чтобы заставить их самый прайм-тайм, надо тоже вот говорить поздно. Поэтому, мне кажется, наше министерство, вот родное министерство, это без всяких увеличений финансовых средств может решить. Поэтому в этом плане вот, я бы хотел, чтобы дали поручение изучить именно эту проблему. Вот. А то, что вот слушает радио население, это мы охватываем 90%, и она подтверждена вот, последними исследованиями центра Анатолия Дмитриевича Бравина. И действительно такое есть. Это самые оперативные СМИ. Что касается вот ватсаповских новостей, нам каждый вечер приходится, ну, прежде чем выступить в вечернем прайм-тайм, взять и анализировать ежедневные WhatsApp-сообщения, чтобы население вечером именно услышало правду. И до этого наши журналисты бегают и получают комментарии из тех или с тех сторон, чтобы действительно реальная, правдивая информация дошла до населения. И что еще? Ну, я бы хотел бы, Егор Иванович, продолжить вот такой, может быть, клуб или встречу постоянно, чтобы... В таком кругу? Да, в таком формате. И это бы действительно ну, повлияло бы и на нашу деятельность, может быть, и на, может быть, повышение уровня, или ну, хотя бы для информации, чтобы с первых уст... Хорошо. Услышать. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, кто еще хочет? Пожалуйста, Виталий. Ну, я не буду оригинальным, скажу большое спасибо за приглашение в таком формате. Мне кажется, что разговор об информационной политике в республике, формировании информационной политики или обновлении ее, актуализации давно назрел, потому что как таковой ее у нас, ну, в общем, и нет. Там есть целый момент, целый пласт моментов, которые нуждаются в регулировании. Я потом в конце скажу несколько конкретных предложений. Вот. Я бы хотел еще отметить один момент, что вот оценивать ну, вообще и нашу работу и необходимо, в общем-то, и с учетом ее специфики, потому что вот не только же власть аллергенна по определению, да, всегда в обществе будет недовольное ядро, да. Вот в Якутии примерно 24-25% стабильно недовольных властью при любом раскладе граждан. Вот, стабильное протестное ядро. Вот. Как бы, общество, оно аллергенно и по отношению к СМИ, потому что вот в период 90-х годов, когда у нас, значит, все средства массовой информации понесли правду, очень многие средства информации оказались, значит, на той или иной стороне, правды оказалось слишком много, правда оказалась разная, не у всех совпадающая. В общем, очень было подорвано доверие населения к средствам массовой информации. И эхо этого мы несем до сих пор, груз тех и ошибок, и тех обманутых ожиданий у людей. Вот, и поэтому критика общества в отношении журналистов, она бывает иногда даже гораздо жестче, чем в отношении чиновников. Уж поверьте, я по себе знаю. Вот. Как бы, ну, это надо признать, и это надо принять, в общем-то. Вот. А что касается, например, критики власти, то я хочу напомнить, что, значит, у нас Россия подписалась под Декларацию о свободе и политике дискуссии в средствах массовой информации, и где отдельным пунктом 10 прописано, что пределы критики в отношении государственных служащих, в отношении чиновников должны быть гораздо шире, потому что это люди особого статуса, особого публичного статуса. Вот. Что касается нашей ответственности, то, в общем-то, на прессу, уверяю вас, есть огромное количество способов воздействовать. Есть коллегия по жалобам на прессу, да, и в республике есть у нас, и на федеральном уровне у нас есть. Есть Роскомнадзор, который нас и регулярно проверяет, и куда тоже можно жалобы направлять. Есть прокуратура, есть Центр по противодействию экстремизму.
В нашем законе о средствах массовой информации есть статья 46 «Право на ответ», статья 47 «Право на опровержение». На нас регулярно подают в суд, как бы, бывает, нередко как мы проигрываем, чаще выигрываем. Вот. Есть, наконец, статья о клевете, она снова декриминализирована, то есть она была декриминализирована, теперь она снова в составе Уголовного кодекса. То есть возможностей воздействовать на журналистов, которые забывают, путают, значит, выполнение чьих-то заказов и работу в чьих-то интересах с профессией, хватает. Другое дело, что можно и, значит, гораздо активнее ими пользоваться. Конечно, это вызовет встречное сопротивление, немедленно будут голоса о том, что наступление на свободу слова и так далее, но свобода слова – это не свобода писать на заборе все, что тебе заблагорассудится. Ответственность должна быть. Вот. Вот то, что собрались здесь для того, чтобы поговорить о взаимодействиях власти и средств массовой информации, очень важный и хороший момент, потому что есть несколько вещей, которые, мне кажется, ну, стоит отметить. Вот в свое время, 12, если не ошибаюсь, августа, сейчас я посмотрю, не 12, 20 августа 2012 года вы, Егор Афанасьевич, подписали замечательный документ. Я его в блоге у себя так и называл, у меня хэштег на него стоял «Хорошее распоряжение». Распоряжение 20 августа 2012 года о мерах по совершенствованию взаимодействия исполнительных органов власти РСЯ со средствами массовой информации и обществом. Вот, к сожалению, при всей замечательном содержании этого документа, очень демократичного, очень меня удивившего, исполнения его практически никакого. Ну, примеров я практически не помню. Возможно, необходимо его поднять, пересмотреть и как-то актуализировать, какие-то там дополнения, изменения внести, может быть, в чем-то упростить, потому что оно было, ну, для чиновников очень сложным к исполнению, но оно было отличным. Значит, там было в отношении органов власти? О мерах по совершенствованию взаимодействия исполнительных органов власти РСЯ со средствами... Не, я помню это решение, но я помню это, я требую это решение, но вы имеете в виду с точки зрения ответственности органов власти? Да, вот тех, кому оно, собственно, предписано. Да, Там, например, было в числе прочего обязанность администрации главы республики в течение 3 дней реагировать на критическую публикацию и либо выступать с ее опровержением, значит, либо выносить какие-то, ну, принципиальные решения, вплоть до рекомендаций на имя главы о кадровых перестановках. Я вот не помню, что такого пример был, вот такой реакции. Но Антон вроде подтвердил, что реакция определенно идет, а вы говорите, что не идет. Поэтому здесь тоже тема спорная. Возможно, Антон, как представитель УНФ, может, у него другая точка зрения. Я говорю сейчас как медийный, как человек из медиа, да? Потом, другой момент, мне кажется, необходимо внести, было бы очень желательно внести определенные изменения в регламент правительства. Вот хотя бы расставить вот точки над «и» вот в тех вещах, которые касаются протокольных съемок, доступа на заседание Кабинета министров. Ведь у нас идет иное заседание Кабинета министров, там нельзя присутствовать. При этом формально его закрытым никто не объявлял. Формально коллеги из государственных средств массовой информации присутствуют. Вот эти вот понятия: доступ, протокольная съемка, ограничивается, оповещение, да? Ну да. Иногда ограничиваются под тем основанием, что его же транслируют по НВК Сахан. Ну да, я стараюсь смотреть, когда его транслируют. Но там же вся беда в том, что трансляция идет ровно час. И вот спустя час, независимо от того, что будет дальше, да, трансляция обрывается. И вот что осталось за кадром, как бы неизвестно. И у людей, кто со стороны смотрит, у них складывается полное впечатление, что вот как бы все самые главные вопросы были сдвинуты на конец, и вот как только до них дошли, оп, и трансляцию оборвали. Нет, а сама трансляция — это дело нормальное или это не стоит заниматься? Ну, мне, как с точки зрения работы, да, я с удовольствием это смотрю, там сижу, стараюсь конспектировать. Это правильно, чтобы транслировать? Я не знаю, стоит ли это делать в эфире телевидения, но на сайте, например, было бы неплохо. Вот трансляция заседания Илтумен идет на сайте Илтумен, но это очень удобно и очень хорошо. Да, не знаю, стоит ли забивать эфир трансляции, потому что там все-таки аудитория будет не такая большая, но, с другой стороны, те, кто хочет увидеть, как реально работает правительство, они будут смотреть. Ну и для средств массовой информации это было бы хорошо. Вот. Вот что касается вот встречи, в свое время был такое объединение «Клуб главных редакторов».
это был как бы полунеформальное такое, действительно, тоже общение главных редакторов с первым лицом или с премьер-министром, вот, в ходе которого не просто задавались вопросы и ответы, а как бы разъяснялось, ну, принципы, значит, которыми руководство правительства принимает то или иное решение, значит, мотив, логика этих последствий и так далее, чтобы не приходилось гадать, выдвигать версии о том, почему правительство делает то или не делает это и так далее. То есть это в известной степени позволяло лучше ориентироваться. По крайней мере, можно было понять, значит, и можно было озвучить проблемы, которые волнуют общество. Это была не пресс-конференция, а такой, ну, разговор, чтобы люди понимали, чтобы редактора, которые определяют редакционную политику в своих изданиях, могли донести ее и до своих коллег, чтобы понимали, откуда ветра дули и так далее. Ну и вообще обсуждать проблемы и республики, и общества с людьми, которые в известной степени воздействуют на это самое общество, ну, не лишним было бы. Поэтому, насколько я знаю, вот министр Борисов, который сейчас будет курировать информационную политику в республике, вот его эта идея возрождения клуба главных редакторов, возможно, в новом формате, с какими-то новыми целями, дополнительными задачами заинтересовала, возможно, он ее поддержит, и было бы очень хорошо, если бы вы ее поддержали. Вот. Еще я хотел бы обратить ваше внимание на такой интересный опыт работы с Илтуменом. К сожалению, он очень бодро начался, но, к сожалению, затем то ли силы растерялись у Илтумена, то ли, значит, депутатам слишком сложно стало. Был пресс-клуб. Идея пресс-клуба заключалась в том, что выбирался какой-то вопрос, который интересует общество, который занимает общество, вызывает дискуссии, и который нуждается в законодательном регулировании. И, значит, встречались вместе представители прессы и депутаты, которые либо с законодательной инициативой выступают, либо готовы стать авторами соответствующей законодательной инициативы. И, значит, вот в формате этого пресс-клуба шло общение, журналисты, значит, предлагали свой взгляд на ситуацию, свое видение, рассказывали об опасениях, которые, значит, они слышали от читателей или от своих коллег и так далее. И в итоге, значит, получалось, что пресса участвует и в формировании, в том числе, законотворческой базы. Вот несколько раз такие заседания проводились, но они достаточно энергоемки были в плане подготовки. И в последующем, к сожалению, пресс-служба парламента прекратила эту практику, но, может быть, ее можно попробовать на уровне правительства. По крайней мере, было бы интересно. Вот. Ну и хотелось бы, чтобы вот то, о чем вы говорили, в том числе в своем послании, в предыдущем еще, чтобы открытое правительство, ресурс заработал. Сейчас в мире такое явление есть дата-журналистика, то есть журналистика, основанная на данных из открытых источников. Свободный анализ информации, там, интерпретация в силу умения и навыков аналитической работы. Вот, было бы интересно развивать это направление, если бы у нас в полную силу работало открытое правительство. Я бы хотел еще поднять, возможно, такой вопрос. Возможно, необходимо рассмотреть вопрос о выработке, я не знаю, может быть, положения о типовой пресс-службе для министерств. Потому что сегодня пресс-службы министерств работают кто как может. И вот у тех, у кого хорошо работает пресс-служба, те выглядят лучше. У кого либо бестолковая пресс-служба, либо человек сидит некомпетентный, который 58-ю статью закона о СМИ не открывал никогда, значит, у тех гораздо хуже. Вот я хочу привести пример. Вот два ведомства. Вот Министерство здравоохранения, да, вот, казалось бы, вот в отношении них очень много недовольных голосов в обществе. Опять же, случаются эти врачебные ошибки, которые всегда вырастают в скандал. Но при этом, как в министерстве, прекрасно поставлена работа с средствами массовой информации. Всегда можно получить комментарии, всегда помогут выйти на врача. Значит, и даже в критических публикациях, когда в адрес министерства идет критика, всегда присутствует позиция министерства, что очень важно. И это не потому, что к ним особое отношение у журналистов, я говорю по опыту работы нашей газеты, а просто потому, что они сумели выстроить такую позицию. Или вот взять Государственный комитет по дисциплине цен. Вот то же самое. Вот, казалось бы, они вообще должны быть на пике на пике общественного недовольства, потому что именно через них проходит утверждение всех тарифов, которые, к сожалению, год от года повышаются, и как бы вот они крайние, и они последние. Но при этом они же
находится в постоянной работе не только по своей непосредственной деятельности, но и со средствами массовой информации. То есть без проблем у них можно получить комментарии. Лично руководитель находит время журналистам сидеть, разъяснять, объяснять и так далее. Это минимизирует количество ошибок, это минимизирует количество публикаций таких предвзятых, и, соответственно, это в какой-то степени сдерживает, в том числе, народное возмущение беспрерывным ростом коммунальных тарифов. Вот от умения выстроить грамотно работу со средствами массовой информации тоже очень много зависит. И, возможно, может быть, поскольку грамотного там не везде найдешь, может быть, это можно частично компенсировать, отсутствие грамотных пресс-секретарей, значит, выработкой типового положения о пресс-службах, где бы четко, внятно было расписаны права, обязанности сотрудников пресс-служб. Вот. Спасибо. Поддерживаю, действительно так и есть. Да, я вчера позавчера встречался со всеми министерствами, кроме нового министерства, и всем была поставлена задача о взаимодействии с средствами массовой информации. Да, какую структуру кто будет создавать, это диктовать будет очень сложно. И единую систему, структуру, единые требования, конечно, мы, насколько возможно, будем ставить, но при этом навязывать, какую структуру им создавать, это будет очень сложно. Где-то более мощное министерство, где-то слабое министерство. Но при этом единственное могу сегодня четко выразить мнение о том, что они все должны взаимодействовать со средствами массовой информации. Это требование, Виталий еще раз подчеркнул, что начиная с 2012 года жестко ставится. Кто-то научился, кто-то начал работать, а у кого-то не получается. Поэтому будем дальше работать. Можно я спрошу, да? Вот насчет информационной политики Виталий сказал, да? Вот всегда говорили, изменения в структуре идут в правительстве и так далее, да? Говорят, есть слухи, что будет создан департамент информационной политики внутри АГИП. Действительно ли это так или нет? У нас вообще структура органов власти в республике, она формируется в зависимости от ситуации, которая создается, или от тех задач, в зависимости от тех задач, которые мы ставим. Это всегда процесс такой постоянный, и в результате изменения происходит и в правительстве. Например, мы службу занятости в правительстве подняли. Служба занятости существовала отдельно. И отдельно она не могла формировать ту позицию, ту политику, которую могли бы принимать на уровне правительства или в целом по республике. Поэтому мы его слили на уровне министерства. И когда мы хотели поднять на уровне министерства с точки зрения как подразделения министерства. И при этом проблема обостряется, и тоже министерство, понимая под себя структуру службы занятости, не смогла это вытащить. Продолжает обостряться ситуация. Поэтому мы ее подняли на уровень правительства. То есть сегодня служба занятости, в зависимости от той ситуации, которая формируется сегодня, получила статус уже органа власти. Теперь, я думаю, мы вчера встречались с ними, с коллективом, и я уже почувствовал, уже настрой другой, уже взгляды другие, поэтому, я думаю, определенно какие-то результаты мы получим. Тем более мы определили приоритетом. Примерно то же самое происходит внутри администрации. У нас средством массовой информации занимается несколько подразделений. Это имеется в виду, что у нас непосредственно пресс-служба, у нас еще есть департамент внутренней политики, и поэтому нам необходимо все-таки оптимизировать, чтобы занимались одни и те же люди. И поэтому сегодня принято решение создать такой департамент. Это реально мое поручение администрации главы правительства республики. Это поручение было дано еще в ноябре, формируется на днях, наверняка подпишу такое решение. Так, есть предложение подвести черту. Во-первых, я благодарю за то, что вы сегодня
так открыто разговор вели. Это очень важный момент. Я не буду комментировать каждое ваше выступление, потому что я как раз собирал для того, чтобы услышать вас. И, соответственно, по тому разговору, по тем конструктивным предложениям, которые озвучены, конечно, мы будем иметь в виду в своей работе, в частности, я думаю, кое-какие решения мы будем принимать. Это во-первых. Во-вторых, мы еще раз подтверждаем о том, что сегодня есть необходимость улучшить работу средств массовой информации с точки зрения объективности, с точки зрения широкого охвата, с точки зрения большей аналитики. Это, думаю, мы в этом плане все едины. И думаю, что в этом и будет залог наших успехов, если дальше будем заниматься. История становления средств массовой информации в современной России, в современной Якутии, она, конечно, очень отличается. Мы, в принципе, в отличие от многих субъектов Российской Федерации, все-таки благосклонно относимся к средствам массовой информации с точки зрения позиции власти. И насколько возможно, мы не мешаем, в крайнем случае, не мешаем деятельности этих средств массовой информации. Поэтому определенная свобода, я думаю, чувствуется. Но при этом я вижу успех того, что люди быстрее будут разбираться. А общество будет лучше принимать и воспринимать качество средств массовой информации в работе. Я думаю, что это будет способствовать более естественному отбору лучших средств массовой информации. Это, я думаю, мы придем к тому, что все-таки структурирование средств массовой информации в ближайшие 5-6 лет пройдет в окончательном виде. То есть не будет так, как раньше, как в свое время мы создавали, сколько хотели, занимались, сколько хотели. Все-таки сегодня и потребность, потребитель, и имеется в виду читатель, уже начинает разбираться. Мы к этому должны быть готовы. И мы к этому должны идти. Если, мы должны и при этом проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Если раньше существовали партийные, государственные, вертикальные структуры средств массовой информации, то они же все исчезли. У нас сегодня горизонтальные системы есть, у нас есть сегодня коммерческая структура есть, совсем по-другому. Потом, если раньше все средства массовой информации попадали в руки, как называется, журналистских коллективах, в руки журналистов, то сегодня это тоже уходит. У нас появляются средства массовой информации, которые имеют конкретных хозяев, собственников. Уже независимо от того, что работают там журналисты постоянно, те или иные. Поэтому здесь тоже определенно факторы, зависящие от деятельности средств массовой информации, меняются. Дальше у нас появилось новое деление прессы. У нас раньше делилась там пресса с точки зрения различных направлений, то сегодня она уже выстраивается. У нас появляются элитарные издания, у нас финансовые издания, то есть специализация определенно идет. Ну а массовая пресса, она больше превращается в бульварную прессу. Если посмотреть историю развития средств массовой информации за рубежом, в развитых странах, этот процесс давным-давно завершился. Становление, структурирование, и там есть только бульварные издания, и есть элитарные, больше ничего нет.
Поэтому мы наверняка придем к тому, что вот как раз из-за того, что мы позволяем всем участвовать, всем заниматься, не занимаемся запретом и так далее. У нас телевидение, радио все равно они будут более глобализированными, чем частными, мелкими или маленькими. Этого тоже не будет. Поэтому, если раньше много было у нас телекомпаний, то у нас останется 2-3 компании, и еще не больше. То есть мы это объективное будущее должны учитывать в своей работе, настраиваться под это, рассчитывать на это. Исходя из этого, и нам, политики в целом, которые будем вести, у нас, по большому счету, партийная пресса, она же исчезла. Только на выборах появляется там единороссов, спирдороссов, нету больше. То есть идеологической, так называемой, нету то, что мы сегодня хотели бы видеть, структуры по идеологии в органах власти. И каким-то образом идеология, она больше связана с теми приоритетами, которые формирует сама республика. Вот это главная идеология. Мы же говорим, мы должны построить гражданское общество. Вот давайте займемся этим. Мы говорим, в экономике должны достигать определенные цели или определены конкретные задачи для достижения этих целей. Это и есть идеология. Я не вижу другой идеологии. И все и органы власти, и средства массовой информации должны быть именно сконцентрированы под это понятие. А вы наверняка имеете в виду вот, с точки зрения организации взаимодействия органов власти с средствами массовой информации, с точки зрения как бы идеологическое такое обеспечение. Эта структура у нас есть, это в администрации президента, эта работа перестраивается сейчас. Я думаю, с этой точки зрения вы скоро начнете чувствовать. Это не та структура, которая раньше была. Поэтому с этой... У нас на федеральном уровне есть определенные газеты мнений. То есть, ну, есть более свободные, там, 2-3 газеты, а все остальные газеты мнений. То есть определенную тематику, определенные направления имеет или определенные позиции занимает, и на этом они работают. Так, теперь, вот что касается объективности, что касается, вот Чукур Николаевич сказал, там очень много вещах, которые занимаются созданием какой-то негативной информации. Это, понимаете, это тоже мы должны пережить. Люди должны переходить от версий, версионных подтверждений к фактическим подтверждениям. У нас, например, очень много материалов, которые выходят как версии. Ну, взяли фамилию Иванов-Сидоров. По версии он там украл деньги или там воровал, то это версионно, версия. А народом воспринимается как утверждение. А по большому счету утверждение тогда, когда фактом подтверждается. А журналист этого не может, потому что у него фактов нет. Но с другой стороны, он журналист, у него техника есть. Он представляет как версии. И человек, который читает этот материал, эту версию, у него усиление именно журналистским приемом делается на ту негативную часть, например, да, то, что вы говорите. Что он по версиям или там, по каким-то понятиям он украл деньги. Если разобраться с юридической точки зрения, это просто версия, это не абсолютное утверждение. И в результате человек, ну, это тот период, когда человек такие моменты воспринимает сегодня. А придет через год-два, пройдет время, поэтому нам пережить надо это время. Не надо слишком обращать внимание, там, запрещать, там, поставить перепоны. Пусть человек потом придет к той мысли, что это оказывается все вранье, это все не то, не все, придет к этому. Все это переходит. Ну, я уже наблюдаю вот за последние, ну, благо, что я долго работаю, поэтому я имею право анализировать, просто сравнивать, сопоставлять. Но, с другой стороны, у нас особенно вот такое мирное время, так скажем, да, у нас очень хорошо идет, даже разговариваем очень хорошо. А вот когда политические события приходят, там уже начинаем четко определять свои позиции и начинаем уже втягиваться немножко другие цели и задачи, узкие, короткие,
цели и задачи, которые превышают на тот момент те общие, которые мы сегодня озвучили вместе с вами. То есть это получается такая ситуация, когда все доводы становятся правыми. Это имеется в виду развязывание информационной войны, потому что это политически, надо достигнуть другие цели, узкие цели, короткие цели. Выгодную тему в рамках онлайн в то время можно формировать, инициировать искусственно, любой повод. Это тоже искусство, это журналистское искусство. Распространение дезинформации о реальных политических событиях. Происходит одно событие, преподнести можно по-другому. Это же мы все проходили и будем проходить еще какое-то время. Потом придем более объективной оценкой, потому что мы сами созреем, общество созреет. Поэтому драматизировать ситуацию, сегодня слишком реагировать на такие вещи нет необходимости. Все остальное рассудит суд, закон. Нету факта, нету событий. Но мы это должны пережить. Потому что по политическим событиям, по политическим соображениям по отношению к оппонентам много же распространяется компрометирующих материалов. Вы же знаете все, которые не подтверждаются ничем. Поэтому сегодня вот эта тема, то, что вы затронули, она общая тема наша. У нас даже создаются все события. То есть какое-нибудь маленькое что-нибудь вдруг тема появляется, там, дальневосточный гектар появляется, химзавод появляется, и мы так раздуваем это событие, как будто совершившийся факт. Хотя этого вообще природа не существует. Поэтому вот это искусство журналистское, она должна потихоньку переходить в более объективное русло. Но она со временем, она сегодня резко не исчезнет. Потому что сам человек, даже тот человек, который занимался, он начнет задумываться. Что все время врать, скажем, по-простому. Поэтому сегодня, я думаю, вы это все поймете, и не надо их обострять, их надо переживать. А что касается нашей общей работы, я могу превратить в систему такие встречи, но если есть необходимость. Если мне, например, полезно, если вам полезно, я могу. У меня есть такие системные встречи, системные разговоры. Вот, с депутатом у меня уже несколько лет системно я встречаюсь. С другими у меня с молодежью очень системные встречи происходят. Ну, с населением это само собой. Но, с другой стороны, вот если мы не встречаемся, это не значит, что вы... это не значит, что ничего не делается. Мы многое делаем, но, может быть, не в курсе вы, может быть, не участвуете в этих событиях. Поэтому, может быть, информация до вас не доходит. Много у нас работы проводится. Я чего-чего, вот встречи с общественностью, с любой категорией людей, включая и простых людей, и включая руководителей, и общественников, у меня постоянно проходит, абсолютно постоянно. Иногда средства массовой информации передают, иногда в узком кругу. Ну, не в узком кругу, а без участия средств массовой информации. Вот на той неделе будет очень большая встреча, это уже традиционная, ежегодная встреча с руководителями поселений, главами поселений. Потом в рамках этого у меня будет уже узкая встреча с 50 главами, которые входят в мой вот так называемый клуб «Наслег», где я, как называется, который WhatsApp клуб или как называется? Через WhatsApp мы постоянно общаемся. WhatsApp-группа, например. У меня есть WhatsApp-группа из молодежи, группами молодежи, разные. У меня есть WhatsApp-группа с наслегами, чтобы я постоянно бываю в курсе дела, что обсуждается, какие темы поднимаются, какие проблемы поднимаются. Это очень полезно для меня, потому что я в текущем режиме получаю
все информации, которые есть в оперативном плане. Это для меня дает возможность быть всегда в курсе. Я иногда, бывает, даже раньше получаю информацию, чем правительство, по тем или иным острым вопросам, вот по северным проблемам, потому что я нахожусь вот в таком контакте. Это полезно мне для работы. Конечно, нагрузка большая, но она полезна для меня, и чтобы принимать правильные решения. Поэтому я согласен, может быть, квартал один раз хотя бы встретиться вот в таком формате. Я бы доводил какую-то информацию, дал бы оценку каким-то ситуациям. У нас есть много вопросов на федеральном уровне, о которых вообще вы не в курсе. Много вопросов мы решаем. Вот я иногда своим коллегам рассказываю, на этом заканчиваю. Потому что мы всегда находимся в диалоге с федеральным центром по тем или иным вопросам. И бывают острые вопросы, мы их снимаем, но не информируем. Это плохо, может быть, с одной стороны, но с другой стороны, я считаю, что это нормальный рабочий режим. Поэтому, если полезно для вас, я готов встречаться с вами. А то, что озвучены предложения, мы будем иметь в виду, я дам поручение, там, и в том числе по законодательной инициативе. Ну, сначала юристам дам посмотреть. Так, споры будут, дискуссии будут, между собой будете спорить, со мной будете спорить. Это больше, наверное, это усилие на поиск истины, а не так, чтобы кто над чем стоит и так далее. Это, наверное, в прошлом это все происходило. Кто-то хотел над кем-то верховенствовать. Так, ну я не соглашусь, Софья, что я тиран, и там еще кто-то. Я достаточно демократичный человек. Но то, что я требую, это факт. Требую исполнения своих, насколько возможно, своих поручений. Требую, чтобы была дисциплина. Требую, чтобы особенно руководители, министры были уважительно относились к людям простым. У нас же бывают такие люди, что начальником стали, пальцы веером, и себя начинают чувствовать немножко по-другому. Это приземлять надо таких людей. А то, что там депутаты и так далее, я депутатам абсолютно никакого влияния не имею. Честно скажу. Не поверите, но так оно и есть. А вот вы хотите услышать, чтобы как раньше было. Я, например, результат работы депутатов оцениваю не по тем показателям, которые насколько смело часто выступают перед трибуной, а по тем законам, которые принимают. Сейчас все-таки принятие законов стало более стабильнее, более эффективнее, более результативнее. Больше стали принимать законов. Это надо людям. Людям, народу надо. А чтобы больше 20 раз выступать и в течение месяца 2 закона принимать, это не значит, что это хороший парламент. Хороший парламент тогда, когда законов больше принимается. И хорошие законы принимаются. Это другой вопрос. Это требование я ставлю не только перед депутатом, но и перед правительством республики. Потому что больше половины законов это автор правительства республики. Но при этом, конечно, я сохраню свою позицию по отношению к тому, чтобы требовать исполнения всего того, что надо людям. Может быть, это оценивает. Я ни на кого не кричу, не рычу. Тиран обычно так представляется. Так, есть еще вопросы? Но для первого раза, думаю, хватит сегодня. Еще раз поздравляю с наступающим праздником. Желаю хорошего настроения завтра. Все-таки это ваш профессиональный праздник. Успехов вам. Спасибо.